Четвертая международная научно-практическая конференция приурочена к знаменательной дате. 13 мая исполняется 103 года со дня образования судов общей юрисдикции. Эта дата имеет особое значение для всей судебной системы нашей страны. Она напоминает о многолетней истории становления правосудия, развитии правовых институтов и той ответственности, которая сегодня лежит на судебной власти в обеспечении законности, справедливости и защите прав граждан. Открыла конференцию председатель Верховного суда. Саида Бутба подчеркнула, что конференция была впервые организована в 2023 году и приурочена к столетию судов общей юрисдикции республики. С тех пор она проводится ежегодно и служит научной площадкой, объединяющей представителей судебной системы, научного сообщества и практикующих юристов для обсуждения актуальных вопросов развития правосудия, совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Судебная практика ежедневно сталкивается с новыми вызовами, сложными правовыми ситуациями и вопросами, требующими глубокого научного осмысления. Особо хотелось бы отметить широкую географию участников нашей конференции. Сегодня в ее работе принимают участие представители различных научных и образовательных центров Российской Федерации. Участие представителей российской юридической науки имеет для нас особую ценность. Взгляд коллег со стороны на процессы, происходящие в правовой системе Республики Абхазия, на наше законодательство и судебную практику позволяет более объективно оценивать существующие проблемы и находить новые решения. Такой профессиональный обмен мнениями способствует выработке предложений по совершенствованию законодательства, формированию новых научных подходов и развитию судебной практики. Наша задача – обеспечить максимально тесную связь науки и практики. Первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба зачитал приветственное слово участникам конференции от имени главы государства Бадры Гунба. Конференция предоставляет уникальную площадку для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов развития системы правосудия в Республике Абхазия. Она также способствует укреплению взаимодействия между научным сообществом и правоприменителями, что, безусловно, будет содействовать повышению качества принимаемых судебных актов. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, конструктивного диалога и успешной реализации намеченных инициатив. Пусть принятые решения и обмен опытом послужат дальнейшему решению проблем, стоящих перед судебной властью, укреплению правосудия и правовой культуры в Республике Абхазия. С уважением, президент Бадра Гумба. С приветствием выступил и спикер парламента Лаша Шуба, пожелал всем участникам конференции успешной работы, плодотворных дискуссий и реализации выработанных решений на практике. Важным фактором развития судебной системы является сотрудничество Верховного суда Республики Абхазия с коллегами из Российской Федерации. Совместные исследования, участие в профильных мероприятиях, обмен опытом и практика взаимных консультаций способствуют выработке подходов к правоприменению. Народное собрание парламента Республики Абхазия высоко ценит взаимодействие с Верховным судом Республики Абхазия. Совместная работа над совершенствованием законодательства остается важнейшим приоритетом для нас. С приветственным словом выступили представители как абхазской, так и российской стороны. Они подчеркнули важность и значимость конференции как площадки для обмена опытом, развития сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов в сфере правосудия. Наука и практика всегда идут рядом. И от того, насколько успешным взаимодействие между наукой и практикой, от того зависит и насколько успешно будет развиваться любая судебная система и любое государство. И вот такие мероприятия, на которых мы сейчас присутствуем, они как раз и являются той успешной площадкой, где вот наука и практика взаимодействуют и находят новые проблемы, обсуждают и находят пути их решения. В рамках конференции были презентованы ряды изданий Верховного суда. Также были представлены скульптура Архипа Лабаху о правосудии, основа государства и копия картины «Судебный конгресс в долине Геч», выполненная художником Надаром Свижбом. Авторам были вручены грамоты.
Впервые конференция будет проходить в течение 2 дней. Помимо пленарного заседания, в рамках мероприятия организована работа 5 тематических секций и 1 круглого стола. По завершению будут подготовлены итоговые материалы, отражающие ключевые идеи, предложения и выводы, сформированные в ходе обсуждения докладов. Саида Бутба отметила, что в этом году формат конференции носит более открытый характер и является важным инструментом профессионального взаимодействия. В этом году следить за мероприятием можно онлайн в прямом эфире. Еще одной важной особенностью конференции является публикация докладов ее участников в очередном выпуске научно-практического журнала «Вестник Верховного Суда Республики Абхазия», официального средства массовой информации. Мы рассчитываем, что эти материалы станут практическим результатом нашей совместной работы и в дальнейшем смогут быть использованы при совершенствовании законодательства, формировании судебной практики и развитии правовой системы в целом. Таким образом, наша конференция – это не только научное мероприятие, но и важный инструмент профессионального взаимодействия. Завершилось пленарное заседание на торжественной ноте. Судьям и работникам аппарата судов общей юрисдикции республики были вручены ведомственные награды Верховного суда. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.